Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Наша страна испытывает беспрецедентное давление антироссийских санкций. Одновременно в нашей стране идет и широкое распространение лживой информации. В сегодняшнем информационном противостоянии очень важно научиться отделять достоверную, объективную информацию от разного рода фейков, как это делает финалист республиканского конкурса «Таланты Якутии». Сегодня у нас в гостях начальник отдела материально-технического снабжения акционерного общества «Саха-Энерго» Семен Бандеров. Семен Семенович, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Скажите, какой информации вы доверяете, какие сайты, средства массовой информации используете для того, чтобы быть в курсе всех последних событий? Ну, лично я доверяю государственным информационным сайтам. Именно по части спецопераций на Украине читаю РИА Новости. Там освещают по этой теме хорошую информацию, достоверную информацию. Ну а что вы можете посоветовать в плане поиска достоверной информации? Потому что мы знаем, как во многих социальных сетях бывают различные публикации, но надо же как-то отделять зерна от плевел. Ну да, вот в последнее время я как-то пару раз столкнулся с фейковыми новостями, с фейковыми видео, инсценированные видео. Это вот информационная атака идет, да, вот со стороны западных и украинских сил. Вот я вот посоветовал бы всем зрителям не доверять на вот такие информации, которые передаются без официального источника. Вот. Там тратится очень много сил и средств на создание таких информаций вот, с противостоящей стороной. Поэтому лучше читать официальные сайты. Вот вы начальник отдела материально-технического снабжения в «Саха-Энерго». Расскажите о своей работе, чем вы занимаетесь? Вот материально-техническое снабжение, мы занимаемся обеспечением материалами, оборудованием, спецодеждами теми же. Да, вот, на северные районы, арктические районы дизельных электростанций. И в этот период, как раз период действия автозимника, мы завершаем ответственную кампанию по завозу топлива и материально-технических ресурсов в арктические и северные районы. А про ваш конкурс. В прошлом году вы стали победителем «Талантов Якутии». Что это за конкурс? Как вы решили в нем принять участие? С какой программой вы там выступали? «Таланты Якутии» — это вот проект совместный Высшей школы инновационного менеджмента и совместно с Министерством молодежи придумали такой прекрасный проект поиск молодых талантливых кадров, да, вот, для кадрового резерва республики. И вот я вот узнал через тоже СМИ о данном конкурсе, подал заявку, прошел отбор. Отбор у нас состоялся из нескольких этапов. Прошел отбор, попал в число финалистов. И из 18 проектов наш проект оказался наилучшим, можно сказать. Да? Выбрали наш проект, и мы стали победителями. Проект был направлен на перевозку пассажиров в межпоселковые рейсы. Мы этот проект очень долго и согласовались с Министерством дорожно-транспортного хозяйства республики, с полярными авиалиниями. И благодаря их помощи и подсказке мы создали такое приложение, сайт. Пассажиры могут сами заказать рейс, вот, как индрайвер, да, вот так точно, как служба такси, например. Вот, это облегчение жизни населения. Но получается, что этот проект вы разработали, работая в команде. Скажите, как ваши коллеги относятся к спецоперации в Украине? Мы с командой держим связь, постоянно на связи. Они, спецоперации они поддерживают, потому что в такой ситуации нам всем надо сплотиться. В такие трудные времена мы должны сплотиться, и наша сила в сплочении, я думаю. Ну, на ваш взгляд, какая ответственность лежит на известных людях, на лидерах мнений, вот в связи с ситуацией, которая происходит в Украине? Мы родились
Мы здесь получали образование, мы здесь работаем, трудостроены, пользуемся благами. Здесь родились наши дети в нашей великой многонациональной стране Россия. И мы должны поддерживать свою страну в таких трудных ситуациях. 77 лет назад наши деды и прадеды выиграли, одержали победу над немецким фашизмом. Я думаю, мы должны помнить эти истории, и мы должны гордиться их отвагами. Кто не уважает свою историю, тот и передает своих предков, своих дедов, прадедов. Я так думаю. Чем может гордиться наш регион накануне праздника столетия якутской автономии, если говорить о каких-то позитивных веяниях? Энергетика – это в чем держится жизнь на севере и Арктике. И на нас возложена огромная ответственность по части обеспечения теплом и светом. Сахаэнерго строит новые станции, обновляет сетевые хозяйства, занимается завозом. И я сам родом Среднеколымского района, и могу сравнить тот период, когда я не был энергетиком, да и в сравнении с нынешним днем, это небо и земля разница. Я рад, что состою в большой команде энергетиков и участвую в жизнеобеспечении в отдаленных районах севера и Арктики. Благодарю вас, Семен Семенович, за то, что согласились стать нашим сегодняшним гостем. Как знать, возможно, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.